Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Наш сегодняшний выпуск начинает сюжет про... Очень интересное место, которое называется Marketplace. Радует то, что сформировалось... Ты такой нерадостный? Радует. И не радует самого вообще. Не радует. Не ври, не ври. Абсолютно Не безразлично. ври, Илюша. Зачем ты врешь телезрителям? Стоит отметить, что сформировался своеобразный такой пласт людей, которые посещают эти мероприятия. Это не обязательно там, хипстеры. Это просто люди, которые любят все интересное, редкое, то, что нельзя найти в магазинах нашего города, а именно есть специальное мероприятие, чтобы посетить его раз в год и что-нибудь там для себя подыскать. Некоторые обиделись. В смысле мы пласт? В смысле мы пласт? У меня личный вопрос. Как потребитель, для чего вся эта ярмарка? Можно же объявление подать. В том-то и дело, что очень интересно, ты наглядно все это видишь, все эти товары, ты их можешь пощупать, потрогать, попробовать, и вдруг, может быть, с этого начнется твое хобби личное. Ты начнешь коллекционировать какие-то прикольные штучки. А самое главное – тусовка. В последние теплые деньки лета в старом городе открылась ярмарка Marketplace. Здесь можно найти абсолютно все, от цветных носков и украшений из бисера до вкусных коктейлей и горячего чая. Пойдемте посмотрим. Здесь ты встречаешь друзей, здесь ты находишь единомышленников, здесь ты понимаешь, что даже бизнес может быть дружелюбным, правильным, и тебе не что-то там впаривают, а тебе просто дают ту вещь, которая тебе нужна в данный момент. Я стараюсь основываться на каких-то этнических легендах, мотивах, чтобы это не было просто бессмысленное украшение. Например, ловцы снов по легенде племени Лакота им подарила их паучиха. Поэтому 8 углов должно быть у классического ловца снов. И серединка всегда должна быть пустая, потому что плохие сны запутаются в паутине, а хорошие, проходя через дырочку, по перьям спускаются вниз к вашей голове. Сама я как сорока, я люблю разные безделушки. Я люблю покупать у людей тоже, которые занимаются ручной работой. То есть как поощрять их творчество, чтобы люди творили еще. Любая мелочь приносит радость. Людям приятно приносить уют в дом маленькими вещами. Нельзя большое позволить, можно позволить маленькое. Не знаю, все. Носки, можно сказать, это же как тоже одежда. На улице ходишь и так, а в гости заходишь, и у тебя, опа, носки крутые такие. Вообще классно. Это лучше, чем там продырявленные какие-то обычные носки, серые там. А если у тебя продырявленные клевые носки, то это ничего. У нас тут вегетарианская, получается, кондитерка, есть вегетарианские бургеры, хот-доги, ну, все такое. Просто как-то решили пойти на Marketplace, показать людям то, что есть здоровое питание, приобщить людей, да и к тому же сейчас это становится модным, насколько я знаю. Поделиться с людьми этим, это здорово. Здесь, на маркете, когда ты что-то покупаешь, ты покупаешь часть какой-то истории, потому что человек это придумал в своей голове. Он спланировал, как это сделать. Он вложил в эту вещь свою душу, он вложил время, он ее правильно тебе подал и еще в конце улыбнулся, и это очень важно. Вообще здесь непередаваемая дружелюбная атмосфера. Если вы не посетили Marketplace в этом году, то обязательно сходите в следующем. Яркие эмоции, сладкие вкусняшки, необычные вещи вам гарантированы.
А на маркетплейсе была наша подруга Аня, которая мало того, что работала у нас в «Пропеллере», так еще и часто участвует в наших проектах. Талантливая девушка, которая увлекается множеством интересных вещей. А сейчас мы расскажем о таком ее хобби, как Плетение ободков. Это такой аксессуар, который действительно позволяет развернуться творческому мышлению. То есть можно украшать их как угодно, над которым можно экспериментировать. Действительно шикарные ободки делают. С камнями, со стразами, с цветами. Очень летом прикольно смотрелось. Девушка надевает ободок. А зимой я не знаю, какие. Домой приходит: дорогой, ты заметил, что во мне изменилось? Нет. Ободок! Еще же делают эти живые ободки. Ну, то есть... Из змей? Не, из живых цветов там. Ну, вот все, Вера все Из портит. еврашки. Что ты мне все портишь? Подумала, для начала куплю чуть-чуть материала и сделаю пару ободков, как получится или не получится. И получилось. Ну и приятно, наверное, видеть, когда человек идет и несет вот это на голове, твое творение. Вот так вот начала. Вообще это пошло из Древней Греции. Тогда женщины волосы свои украшали цветами, они украшали какими-то вот такими вот диадемами из металлов различных. А ободки, которые выбирают лишние волосы, они вот как раз, наверное, нужны именно вот просто ободок и все. А вот такие ободки уже, которые с какими-то цветочками, бантики бывают, это, наверное, больше как украшение. Они у меня из ягодок бывают, из бусин, всякие разные цветочки я туда вплетаю, некоторые цветы из бумаги. Там сахарные ягодки такие, чем-то посыпаны, как будто в сахаре, и все хотят их съесть. Ну, бывает, я слушаю музыку, но это уже по настроению как бы, потому что иногда бывает у меня настроение какое-то немножко не очень хорошее, и тогда ободок сам по себе не плетется. И потом я думаю, что ободки, они несут энергетику, например, мою. Есть люди, которым вообще идут ободки, если, например, пышные волосы или вот какая-то форма лица. Кому-то не идут, мне, например. Я бы посоветовала, что вот если хочется чему-то научиться, вот прям взять и попробовать. Друзья! А сейчас Вера расскажет вам, про что будет третий сюжет. Давай, Вера. Начинается сказка. Друзья, ну а третий сюжет у нас посвящен выставке художественных кукол. Эти куклы созданы для созерцания. Творческая площадка Елены Громовой все-таки приехала к нам в Якутск. И говорят, это было, выставка уже не идет, было просто грандиозно. Замечательная возможность увидеть эстетическую составляющую вот, кукол и то, как это все в объеме можно наблюдать, вот, можно было посмотреть в этой замечательной выставке. Обидка вот этих вот выставок, знаете в чем? Что их нельзя потрогать. Вот, ну, хочется же потрогать, да? Вот, ну, из чего она сделана, там, как она гладкая, она там шершавая. Говорят, что есть люди визуалы, допустим, аудиалы, а есть кинестетики. И вот нам, кинестетикам, что делать? А что они тогда говорят? Прикоснитесь к искусству. Давайте прикоснемся к искусству. Меня в детстве всегда мама по руке била. Ходили в музей, и у меня руки вот такие. И мама: тихо, тихо. Ну я же даже ничего не трогал еще. И я вообще не понимал, и просто уходил. Ой, зачем туда приходили, если нельзя медведя потрогать? Допустим, в Европе есть уже много таких музеев, где экспонаты можно и потрогать руками. И, допустим, если это какая-то инсталляция, то можно там буквально поучаствовать, усесться на какой-нибудь художественный трон и так далее. Но... И следы от беляша везде. Но можно смотреть на это с другой стороны, ведь для того, чтобы воспринимать искусство, в данном случае визуальным способом, еще и нужно самому развиваться. И вот как раз хороший повод развиться – это попробовать угадать текстуру, попробовать угадать форму без того, чтобы трогать руками.
говоришь слово «кукла», то первое, что возникает, это игрушка. Отличие художественной куклы в том, что ею нельзя играть. Она как картина, как живопись, как скульптура, создана для созерцания, для любования, для размышления, для украшения своей жизни. Художественная кукла – это явление достаточно новое, современное. Оно не существовало ни в 17, ни в 18, ни в 19 веках. Костюм может быть из антикварных, из эксклюзивных тканей. Важно, чтобы это все сочеталось в цельном едином образе. У каждой куклы есть свое имя, свой автор. У каждой куклы есть свое направление, своя идея. Куклу роднит со скульптурой очень многое, да? Она также фигуративна. Но скульптура – это монументальный, вечный материал. Бронза, камень, мрамор. Кукла – это все-таки, как нам кажется, в кавычках, живое воплощение человека. Мы как бы оживляем образ, да, и ведем диалог. Друзья, подписывайтесь на нашу официальную страничку ВКонтакте и на YouTube-канал. Также можете предлагать нам тему новых сюжетов. Мы обязательно прислушаемся и, возможно, что-то интересное для вас сделаем. С вами была программа «Пропеллер». Встретимся с вами ровно через неделю. Всем пока. Пока, пока, ребятки. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.